Нижегородские татары занимают особое место в истории Москвы. Значит, именно финские татары являются выходцами нижегородских татар. И нижегородские татары это построили метрополитен. Значит, в количественном соотношении концерты очень активные. Значит, очень много артистов, выдающихся певцов именно нижегородских татар. Я сам выходец из Татарстана, из города Нижнекамска, но очень радуюсь успехам нижегородских татар. Хотя, может быть, у нас по менталитету мы несколько разные, но, значит, это тоже наши крымские, нижегородские, рязанские, мы все один народ. И это очень важно. Сегодня отличает вечер сегодняшний тем, что сегодня был кратко преподнесена история нижегородских татар. Очень понравилась вот эта викторина с мечетями, значит, хороший был урок по истории, выступление, все было замечательно, потому что сегодня в зале, как обычно вот в последнее время, я уже отмечаю, присутствует много молодежи. Я смотрел, как они с интересом смотрели все эти фильмы. Сейчас остается последние 10 дней ифтара. Эти 10 дней, они особые. Значит, я вот в плане нас, я, мои товарищи, значит, особенно вот эти последние 10 дней, даже если люди, мусульмане, не держат, значит, не придерживаются поста, если они не умеют читать намаз, мы все равно их привлекаем к этим мероприятиям. И вот мы каждый день собираемся, там 30-40 человек, из них практически больше половины первый раз в жизни читают намаз, они не знают об этом, и мы им рассказываем, что такое, значит, пост, и вот кто второй раз, кто третий раз, вот такую политику в плане мусульманского движения мы придерживаемся среди своих окружения. Нам месяц Рамадан, он специально дан для того, чтобы как-то переосмыслить себя, переосмыслить окружение, может быть, что-то начать заново, значит, и не надо ни на кого полагаться, не надо ни на кого не ждать, может быть, себя нужно начинать с своих соседей, своих друзей. И если он каждый вечер хотя бы по 5, по 10 человек привлечет на вечерний намаз первый раз, это будет большое дело. И самое главное, в эти 10 дней особо отмечается помощь неимущим, значит, накормить страждущих, накормить неимущих. Поэтому вот это для каждого мусульманина особая ответственность.